Лексическое выражение функциональной семантической категории количественности впервые исследуется на материале юкагирского языка, языка тундренных юкагиров, тундренный диалект юкагирского языка, и в некоторой части языка лесных юкагиров, лесной диалект юкагирского языка. Анализ выявил лексико-семантическую группу слов, обозначающую пространственные характеристики. Мы рассмотрели слова, определяющие пространство на Земле, с целью установления лексических способов передачи количественности в измерении земных пространств. В содержании работы определились лексемы локул – земля, локун буребе – земля, планета, страна, край, местность, место, территория, сукун буребе – мир, вселенная, левейн буребе – природа, земля, родина, местность, пространство, тундренный юкагирский, лебе – земля, мир, вселенная, место, местность, край, страна, родина, лесной юкагирский. Выявились ландшафтные обозначения: Лерегу – пространство между холмами, Ерегу – равнина, Йорпуре – тундра, тундренный юкагирский, Чебиль – тундра, лесной юкагирский. Слова с характеристикой величины, ширины: Вейлол – ширина, тундренный юкагирский, Кенбунел – ширина, лесной юкагирский, Вейлоди – простор, тундренный юкагирский, Эйлой – быть широким, просторным, лесной юкагирский. В лексике юкагирского языка раскрылась традиционно-культурная концептуализация измерения пространства, обусловленная понятием передвижения. Например, в семантике лексемы Сукудорди местность гора-холм, находящаяся на середине пути, середина неопределенного пространства мира, проявились особенности измерения ландшафтным обозначением. Курулёлыл Анапан, Сукудордик, виднеющиеся горы – это середина, половина пути, тундренный. Передвижение, то есть кочевание, переезд, перегон стада оленей обозначались лексемами Ханоил, Ханал, Ханасул, кочевание, тундренный, Мидала, кочевание, лесной. Отметим также глагол ханае – переехать, перекочевать, лесной. Период дневной кочевки выражался словом юхонмирал, понимаемым как кочевка и миля, расстояние до 10 километров в языке тундренных юкагиров. В языке лесных юкагиров этой лексеме соответствовал мидал, кочевание, один переход при кочевке, расстояние, покрываемое дневным переездом, лесной. Йохон-мирал, передвижение пешим и лошадиным ходом, семантически понимается как якутское шагание. Йохол-якут, Йохон-якутское, мирал – шагание, след аргиша – кочевка, тундренный. И соотносится с якутским амонимом кёс – кочевка, мера длины, равная 10 километрам. Данный амоним, как мера длины посредством лексемы Ольгаре, половина чего-либо, указывал длину в 5 километров. Мархан Йохонмирал Ольгарагане ЛПЛ Илье Эуледагати Ненемепеги Мекурулёлмуни. Полмили не будет, когда безветренно виднелись их дома, тундренный. Отметим, количественность в измерении расстояния определилась в лексемах, обозначающих близость и дальность. Эйоке – тундренный, эюке – лесной, близко, йоке – тундренный, юке – лесной, далеко и другие. Итак, в исследовании лексических способов выражения количественности при измерении земных пространств установились лексемы, обозначающие земные пространства, ландшафтные объекты, выявились особенности традиционно-культурной концептуализации земного пространства, ландшафтное обозначение по величине, протяженности, ширине и измерение длины понятием передвижения, расстояния в пути. Спасибо за внимание.